21 и 21. Поровну новых выявленных зараженных COVID-19 и выписанных, уже вылечившихся от этой инфекции. Такие данные сегодня сообщила Айнура Акматова, начальник управления общественного здравоохранения Кыргызстана. В целом на сегодня уже выписали 437 пациентов из всех 729, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Менее 300 продолжают пребывать на лечении в специально отведенных для этого госпиталях. В стационарах республики находится 284 пациента, в тяжелом состоянии 10, 4 из них в реанимации. В средней тяжести 52 пациента, в удовлетворительном состоянии 222 пациента. Выписано 437 пациентов. Летальных исходов 8. Всего проведено исследований с 5 февраля 2020 года 50 775, за последние сутки проведено исследований 1795. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составляет 3009. Данное количество может изменяться по ходу эпидемиологического расследования. И на обсервации по Кыргызстану находится 1000 человек. Безусловно, работу врачей граждане видят, однако относительно определенных их действий у людей часто возникают вопросы. Сначала никакой критики не выдерживали алгоритмы действий при приеме возвращенцев на родину, после принцип определения на карантин. А сегодня в кыргызском сегменте интернета активно обсуждают вот такую вот фотографию, где прямо на лестничной клетке медики делают экспресс-тест на коронавирус. Рядом соседи, которые через 5 минут вот-вот выйдут из своей квартиры. Хорошо, результат отрицательный. В Минздраве сказали, что в этом случае разбираются. По словам пульмонолога Таланта Сооронбаева, на сегодня для работы медспециалистов, привлеченных на борьбу с коронавирусом, самые сильные врачи и практики и работающие в науке разработали временное клиническое руководство. Сегодня действует уже вторая его редакция. Сооронбаев отметил, что лечение каждому пациенту назначается индивидуально. Так как COVID-19 пока еще новая для мировой медицины проблема, не имеющая каких-то специальных лекарств, медики в большинстве стран мира подбирают лечение в соответствии с симптомами больного. По словам Сооронбаева, наши медики очень тщательно и ответственно подходят к каждому случаю. Проводятся консилиумы как на национальном, так и на региональном уровне с учетом международного опыта и данных. Достаточно много больных, вот как уже озвучивалось, 222 больных на сегодняшний день в стационаре. Они имеют легкое течение болезни, но я хочу немножко уточнить, что среди них есть бессимптомные больные, и процент их составляет больше 40. То есть больше 40% наших пациентов имеют положительный анализ на коронавирусную инфекцию, но у них нет практически симптомов. Значит, больным с легким течением болезни, больным бессимптомным практически никакого активного лечения не проводится. То есть они не получают ни антибиотиков, они не получают ни противовирусные препараты, не получают. За ними ведется наблюдение, и только по необходимости им назначается симптоматическая терапия. То есть все эти рекомендации, они изложены в нашем клиническом руководстве. И наши врачи, мы все, кто вовлечен в процесс лечения, мы строго следуем нашим клиническим руководством. То есть все детально обсуждается, все это продумывается. И каждому больному, как я уже сказал, предлагается такое специализированное, индивидуальное лечение. Ну и хотел бы также отметить, что ни одному пациенту без его согласия активное лечение не проводится. Министерство заверяет, что нехватки в препаратах и оборудовании в больницах, где лечат коронавирусных пациентов, нет. Причем не только сегодня, но и с самого начала вспышки ковид в республике. За прошедший месяц не случилось ни одной ситуации, когда какого-то оборудования для критических пациентов не хватало. Скорее повезло, потому как большая часть зараженных больных чувствовала себя относительно удовлетворительно, а у других вообще, как отметили специалисты, не проявлялись никакие симптомы болезни. Ни тяжелой пневмонии, ни температуры, ни каких-либо других. Ну и, конечно, не без заслуги врачей, ведь тщательное наблюдение и своевременная реакция по каждому больному проявлялась. На сегодня среди самих заразившихся врачей уже 191. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 6 случаев, из которых выявлены в городе Бишкек 2, в Нарынской области 3 случая, в Ошской области 1. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 191 случай.
Мы не единственная страна, где заражаются врачи при работе с коронавирусными больными. Это факт. Но в нашей республике процент инфицированных медиков довольно большой. Причины до сих пор не точные. Конечно, как отмечают в Минздраве, главное – это высокая контагиозность COVID-19. Польские и китайские медики, посещавшие Кыргызстан, отмечали, что причины три – это вирулентность инфекции, неожиданность для врачей к таким обстоятельствам и их неумение пользоваться средствами индивидуальной защиты. Может, инфекционисты и лучше с ними справлялись, а вот другие медики были слабо ознакомлены с обмундированием. В Минздраве придерживаются примерно такого же мнения. Почему медики заразились? Но здесь вот есть, я думаю, что объективные причины, и они об этом говорили. Одна из причин – это то, что, к сожалению, это новая инфекция. Коронавирус сам по себе, коронавирусная инфекция, она высококонтагиозная. То есть до сих пор нет точных, вот скажем, точной информации, до сих пор нет, каким образом происходит заражение вообще человека. То есть известно, что заражение идет от одного человека к другому человеку, но вот именно вот те меры защиты, которые предпринимаются, они, конечно, в полной мере нашими врачами использовались, безусловно, здесь даже вопросов нет. Но вот элементы все-таки вот непонятные для нас, которые вот сейчас расследуется, специальная комиссия это все изучает, но вот одна из причин, я думаю, что это то, что это связано с коронавирусом, что это высококонтагиозный. Другое, конечно, это то, что врачи работали вот в очагах инфекции. Это тоже определенные условия для того, что именно для повышения, для высокого риска заражения врачей. Они постоянно находились в контакте с потенциально больными и с теми, кто действительно потом уже подтвердился анализ, что у них есть коронавирусная инфекция. Вот. Ну и, как уже говорили, готовность самих врачей. То есть вот как бы все было обеспечено, но опять же это первый опыт. Я думаю, что здесь тоже, возможно, вот эта роль сыграла, что вот первый опыт работы с этими больными, с организацией помощи, вот это тоже, можно сказать, как-то повлияло. Как бы там ни было, медицинские службы готовятся к новому этапу, постепенному выходу с карантина. Правительство объявило о продлении карантина. Однако ряд субъектов экономической деятельности уже с начала мая начнет возобновлять свою деятельность. И, конечно, у врачей по этому поводу немало тревог. В связи с чем они уже подготовили план, по которому постараются сдержать эпидемию посредством насаждения всюду санитарно-гигиенических правил и средств. К руководителям этих предприятий и к сотрудникам этих предприятий и учреждений разработаны и будут предъявлены определенные санитарно-эпидемиологические требования, которые заключаются в том, что на каждом из этих предприятий должно быть определено ответственное лицо за проведением измерений температуры тела, опроса сотрудников о наличии тех или иных симптомов, например, это кашель, головная боль, слабость. Обязательно отстранение от нахождения на рабочем месте лиц вышеперечисленными симптомами, с повышенной температурой и признаками любого инфекционного заболевания. Вход посетителей и сотрудников строго при наличии масок или же респираторов на свое рабочее место. Обеспечение санитайзерами, жидким мылом и прочими дезинфицирующими средствами – это само собой разумеющееся. На что еще руководителям этих предприятий нужно будет обратить внимание, так это влажная уборка помещений, обязательная уборка туалетов. Но, как говорится, никто о нас не позаботится лучше, чем мы сами. Поэтому работникам самим надо носить не для вида, а как положено маски и респираторы и соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5–2 метра. Маски должны аккуратно закрепляться и для того, чтобы не было зазора между лицом и маской. Нельзя прикасаться к маске руками во время использования. После прикосновения к использованной маске обязательно мыть руки и использовать антисептик. После того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть новую, чистую и сухую маску. И руководитель должен обеспечить условия для утилизации использованных масок. Кроме этого, руководителям и сотрудникам необходимо соблюдать дистанцию. Это соблюдение дистанции в 1,5–2 метра между сотрудниками на рабочих местах. Необходимо составить графики приема пищи в столовых данных предприятий. И крайне важно обеспечить нормальный воздухообмен в помещении. Это
функционирование приточно-вытяжной вентиляции. Если отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, то это обязательное проветривание помещений 4-5 раза в день по 15 минут. Обо всех этих мерах и требованиях Минздрав обещает детально проинструктировать начальство и самих работников открывающихся предприятий. Этим займутся специалисты ведомства. Однако соблюдение санитарных норм – это не ответственность начальника или директора предприятия. Это ответственность каждого сотрудника перед собой и своей семьей. Социальное дистанцирование, маска, антисептик – это то, с чем нам придется жить неопределенно долгое время.